хорошо сдают только те, которые достаточно много работают. Был эксперимент такой, учить детей углубленно по физике и математике. И результат был неплохой. Я всегда знал, что кто-то меня ждет. Вот. Поэтому я очень тщательно всегда готовился к встрече вот с такими товарищами. Всем привет, я Валентина Варламова, это проект «Из первых уст». В этом выпуске народный учитель Российской Федерации Виктор Филиппович Потапов поделится опытом своим, и мы узнаем, каких взглядов он придерживается в своей профессиональной деятельности. Уважаемые коллеги, желаю вам приятного просмотра, обязательно подписывайтесь, оставляйте свои лайки и комментарии. Учитель республиканского лицея по физике. Так, работаю здесь с 96-го года, то есть уже 24 года работаю. До этого работал в Верхневилюйском ЛУСе, физмат-школе номер 2. Ну, потом школа превратилась в гимназию. Вот я в гимназии работал до 96-го года, потом в 96-м году переехал сюда. Я в школу пошел, в Кущевской школе интернат, первый класс, нулевой класс, потому что для якутскоязычных детей подготовительный класс назывался нулевым. В 7 лет я пошел в нулевой класс в 1957 году. Ну, в школе я учился, нельзя сказать, отлично. Был твердым хорошистом. Так, ну, так примерно до 7 класса. После 7 класса я вместе с родителями переезжал туда-сюда. И в 9 классе я оказался в первом физико-математическом классе, который открыл народный учитель СССР Алексей Михаил Андреевич Верхневилюйский. Нас было 27, потом окончила класс 25. Значит, я школу окончил в 1968 году, 1968 году. Ну, наш класс был первый физико-математический класс, поэтому это был эксперимент такой, учить детей углубленно по физике и математике. И результат был неплохой. Все мы поступили в высшие учебные заведения в Советском Союзе. Вот. Я поступил в Ленинградский государственный университет. То есть мы, оправдали эксперимент. То есть можно учить сельских детей, которые могут поступить и выдержать очень большой конкурс. Вот такие вузы, как МГУ, ЛГУ, НГУ. И мы это доказали. После открытия нашего класса по всей республике открылись, начиная с 1966 года, по всей республике физмат-классы. Потом эти физмат-классы были преобразованы лицеи, гимназии. Сначала гимназия, потом лицей. Конечно, каждое поколение молодых людей отличается от поколения, которое было, да. В данном случае современные дети сильно отличаются от тех детей, которых я начал учить. В каком смысле? Во-первых, они
можно сказать, очень открытые. Они как-то более свободны. Никого, ничего не боятся. Вот. Ну, с одной стороны, это хорошо. С другой стороны, современные дети, они как-то замкнуты в себе. И они очень плохо общаются между собой. То есть, например, вот когда я учился, мы добывали знания не только от книжек, мы добывали знания, рассказывая друг другу то, что мы узнали. То есть очень много общались, да, между собой. И во время вот такого общения каждый из нас понимал, что вроде бы этот вопрос ты понял, а на самом деле, оказывается, не совсем понял. И вот все начинается заново. То есть я беру по новой книгу, читаю, и в конце концов я понимаю, чего я не понял. Да? Вот. А современные дети очень плохо общаются между собой. Они, скорее всего, все вопросы находят в своих смартфонах, да? И это очень плохо. Тем самым появляется вот эта какая-то замкнутость для новых детей. Вот. Это самое худшее, то, что есть так, в данный момент. И, конечно, у современных детей, в отличие от нас, родители все образованные. Все образованные, и казалось бы, что такой родитель будет помогать своему чаду, да? Но, скорее всего, это только кажется так. На самом деле, они тоже между собой общаются не очень хорошо. Вот это отличие. И тем самым вот от родителей к детям, наверное, не очень-то хорошо передаются традиции самого народа. Вот это очень худшая часть для современной молодежи. Очень резко поставленный вопрос. Руководитель, такой не должен работать в школе, потому что тот, который действительно работает и думает о детях, так, он не должен быть руководителем, потому что это такая работа, в котором нельзя заниматься халтурой. Думаю, что это так не должно быть, потому что если хочешь добиться чего-то от ученика, то ученик твой должен быть твоим собеседником и другом. И каждый раз, например, у меня были ученики, которые каждое утро приходили и ждали меня. Они раньше меня приходили и ждали меня. Я всегда знал, что кто-то меня ждет. Поэтому я очень тщательно всегда готовился к встрече с такими товарищами. Это мне доставляло удовольствие, и надеюсь, что им тоже, раз они ждали меня. Поэтому не надо под себя ребенка заставлять работать. Главное, чтобы его желание было собственное. А дальше ты просто помогаешь, как более опытный товарищ. Нет, конечно, это очень большая работа. ЕГЭ сдавать хорошо сдают только те, которые достаточно много работают.
Сейчас система ЕГЭ стала гораздо лучше, чем в начале. В начале это было как бы, ну, очень похоже на тесты, да? Вот. Потом стало совсем качественное изменение от содержания задачи, ну, хотя бы по физике, да? Вот. И задачи становятся очень трудными, достаточно трудными. Поэтому никакой лотереи здесь нету. Нужно, ну, конечно, можно посчитать, вот, если я отвечу вот на такое число, и вот я решу соответствующее число задач, то наверняка я получу, ну, 4, например, да? Так можно посчитать, вот, точно посчитать, вот. Но для поступления в хорошие вузы результат должен быть очень хорошим, то есть где-то за 90 баллов. Ну, насчет какого-то такого хитроумного способа подготовки, такого нет. Всегда стараюсь, чтобы в начале закончить курс, а потом, ну, конечно, подготовиться конкретно по заданиям ЕГЭ, которые есть, да. Можно сказать, это похоже на репетиторство, да. Но я стараюсь, чтобы оно было не скучным, так. Всегда подбираешь такие задания, которые, ну, как бы заставляет задуматься. Например, вот в этом году московские школы начали, начиная с Нового года, только готовить по тем предметам, которые сдают. Это, я думаю, это не очень хорошо. Получается, что те, которые не кончили программу, то они окажутся в невыгодном положении по сравнению с москвичами. То есть получится, опять же, вот ЕГЭ вообще-то в своей основе предполагало равенство всех учащихся по всей России, да? Ну, а это уже сразу ставит москвичей в выгодное положение. Вот. Ну, это надо... Ну, наверное, они скажут, что они кончили программу до Нового года. Ну, для обычной школы кончат программу за 2 часа в неделю. Это нереально, да? Нереально. Поэтому получается, что дети поставлены не совсем равные условия. Не знаю, как найти выход из этого положения. Пока лично я, конечно, тоже постараюсь окончить программу и начать подготовку для своих выпускников. Вот. А вот для меня это не так уж трудно, потому что у нас часов много, да, достаточно, чтобы кончить программу вовремя. А вот для обычных школ это трудно. Там количество часов совсем маленькое. Вот. Ну, другое дело, это наш предмет, он не обязательный, а надо бы, просто ученики выбирают физику. Если кто выбирает, то его надо, конечно, отдельно готовить. Сейчас как раз идет вообще-то реформа соответствующая. И очень надеюсь, что этот год наверняка очень много изменит. И в лучшую сторону. Конечно, нареканий было много,
много нареканий было. Но в любой системе будут нарекания. Я надеюсь, что все пожелания учителей учтут, и нареканий будет поменьше. Надеюсь. Тут однозначно хорошие учителя. Афанасий Петрович Акимов. Он меня в начальной школе учил. Кстати, к Сюре. Это лапта. Так. У нас бабки были. Еще что было? Ну, футбол. Вот так. Ну, бороться, искать, найти и не сдаваться. Дорогие зрители, благодарю за просмотр. Мне безумно приятно получать от вас обратную связь. Вы даете мне большую мотивацию двигаться дальше и радовать вас новыми выпусками каждый месяц. Делитесь ссылкой на выпуск со своими друзьями, коллегами, и до новых встреч!